Гвоздем этой недели стало открытое письмо исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Абгамба к президенту России Владимиру Путину. Поводом для письма стало информационное давление, которому подверглись абхазские избиратели со стороны российских СМИ, грубо вмешивающихся в избирательную кампанию в Абхазии. Поэтому в письме к Путину Абгамба выразил серьезную озабоченность политическим дискурсом, который формируется в некоторых российских средствах массовой информации. Он обращает внимание президента России, что в условиях выборной кампании российские СМИ устроили травлю и пытаются поделить абхазских кандидатов на про- и антироссийских и создают искаженное представление о нашем обществе, что может негативно сказаться на абхазо-российской дружбе. Считаю, что дальнейшее распространение недостоверной информации и искусственное нагнетание негативного фона могут нанести вред доверительным отношениям между нашими братскими народами, пишет Валерий Абгамба и просит Владимира Путина оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Конец цитаты. Думаю, что именно письмо Путину стало причиной экстренного визита в Абхазию нового куратора абхазского направления в администрации президента России Сергея Кириенко. Первый заместитель главы администрации президента России встретился с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Абгамба и с руководством Абхазского государственного университета. Без сомнения, темой разговора стала и проблема, озвученная Абгамбой в письме к Путину. Однако о подробностях этой встречи официальной информации не существует. Еще одной темой недели стал вопрос об открытии дополнительных избирательных участков по выборам президента Абхазии на территории России. Председателю Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрию Маршан позвонила даже глава ЦИК России Элла Памфилова, которая сообщила, что готова оказать организационно-техническое содействие в открытии дополнительных участков на территории России. Дмитрий Маршан поблагодарил российскую коллегу и заявил, что согласно законодательству избирательные участки за пределами Республики Абхазия и формирование избирательных комиссий завершается за 30 дней до дня выборов. Этому вопросу посвятил свой брифинг и глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба. Он прокомментировал ситуацию с обращениями граждан об открытии дополнительных избирательных участков для голосования на выборах президента Абхазии на территории России. Я понимаю всех, кто находится в Российской Федерации и хочет проголосовать. Но дело в том, что нельзя менять законодательство во время выборного процесса. Правила не меняют во время игры, сказал Хутаба. Еще один вопрос, который может стать проблемой на президентских выборах 2025 – графа против всех. Эксперты прогнозируют, что во втором туре она станет причиной отмены выборов, так как предусматривает, что количество голосов, поданных за кандидата, должно суммарно превышать количество голосов, поданных против всех, и за второго кандидата. Напомню, что на выборах 2019 года суд принял решение аннулировать результаты выборов именно в соответствии с этой графой. Прогнозируя, что ситуация может повториться и на выборах 2025 года, Центральная избирательная комиссия направила в парламент поправки в выборное законодательство, которые были проигнорированы депутатами. Сейчас возвращаться к внесению поправок уже поздно. Члены Общественной палаты на этой неделе попытались встретиться с кандидатами в президенты. Однако на встречу пришел только один кандидат, которому и были высказаны все пожелания про сохранить стабильность и спокойствие. Все остальные кандидаты в президенты встречались со своими избирателями. Тем временем вокруг Сухума начался лесной пожар. Возгорание наблюдается на вершине одного из хребтов над столицей республики, сообщает МЧС. Доступ спецтехники к эпицентру пожара практически невозможен. Пожарные приступили к тушению пламени вручную. Спецтехника размещена у подножья горы вблизи жилых строений. Угрозы их возгорания на данный момент нет, отмечается в сообщении. Причиной возгорания, по словам пожарных, является человеческий фактор. Не исключается и версия умышленного поджога. Банк Абхазии предостерег жителей от риска быть вовлеченными в мошеннические схемы. Убедительная просьба не оформлять банковские карты, электронные кошельки с целью передачи другим людям. Участие в подобных схемах может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность и потерю средств. Предупреждает банк и сообщает, что такие случаи уже были.
На совещании у исполняющего обязанности президента Валерия Абганба обсуждали ситуацию в энергетике, переговоры с Интер-РАО на предмет наиболее оптимального варианта приобретения коммерческого перетока и борьбу с майнингом. Социальный переток закончится в первой декаде февраля, и для Абхазии нужно будет закупать электричество до марта, когда Джварское водохранилище наполнится водой. Глава Минэнергетики Джансук Нанба сообщил, что разрабатывается законопроект, который позволит уничтожать изъятое оборудование для майнинга. А Валерий Абганба, что найдены документы, свидетельствующие о том, что транзитная высоковольтная линия Кавкасиони, по которой осуществляется переток через Абхазию, стоит на балансе абхазской энергетической компании «Черноморэнерго». На этой неделе легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в высокогорном селе Сху. В самолете было 2 пилота и 1 пассажир, и он выполнял санитарный рейс. Никто из находившихся на борту не пострадал.